Привет, республика! В эфир врывается самая позитивная программа телепространства «Коми» «Студия 11». Впереди нас ждут 20 минут улыбок, знакомств и хорошего настроения. Мы наполним каждую секунду передачи полезной информацией и интересными фактами. И думаю, самое время начать. Вот что ждет нас через несколько секунд. Усть-Сысольский ипподром, где в столице Коми проводили конные скачки. Какие они? Здоровые волосы. Не пропустите советы по уходу за своей шевелюрой. Семейные выходные. Как мастер-классы по сухому валянию объединяют детей и взрослых. 100 лет назад в Усть-Сысольске планировали построить ипподром. Конные бега были очень популярны среди горожан. Вот что писала газета «Югыт Туй» в январе 1928 года. Ипподром легче всего совместить с мотовелодромом. В ближайшее время с устройством заводов, производящих велосипеды, этот вид спорта будет достоянием масс. По-нашему, лучшим местоположением ипподрома может служить южный склон возвышенности Белая Золотая гора. Где же в Усть-Сысольске проводили скачки и что это за место Золотая гора, расскажет Елена Красильникова. Этот снимок из фондов Национального музея, опубликованный в сообществе «Дорогие товарищи ВКонтакте», вызвал массу комментариев у сыктывкарцев. Кто-то обратил внимание на необычные для современного человека сани, а кого-то восхитил сам факт конных бегов по льду Сысолы. Для меня это было, например, необычно. Как это? Ипподром здесь, ипподром, скачки. Тем более это раньше было. То есть по льду реки зимой проводились скачки. Там были даже имена у этих лошадей, были свои фавориты. Если говорить о призах, то, к примеру, в 1929 году премию областного земельного управления в 50 рублей завоевала кобыла крестьянина Молодцова. Сохранилась информация и о других фаворитах конных бегов. Были проведены соревнования и в 1925 году. Тогда победил жеребец Луч шведской породы областного управления ГПУ. В 1928 году победил уже жеребец Меркурий Орловской породы. И цели тоже были разные этих конных бегов. Когда-то выявляли просто внутренние качества жеребцов. В конце 20-х годов в Усть-Сысольске уже существовала государственная заводская конюшня и работал кружок любителей конного спорта. Энтузиасты и подняли вопрос о создании дорожки для скачек. В 1932-м в Сыктывкаре даже начали строить большой стадион площадью 6 гектаров с ипподромом, велотреком, стрелковым тиром, манежем, полем для массовых игр, детской площадкой. Спортивный объект возводили на южном склоне возвышенности Белая Золотая гора. Где же она находится? Краеведы объяснили, что Золотая гора и есть Красная гора, и указали на отчет мещанина Усть-Сысольска, археолога-любителя Стефана Мельникова. Впрочем, стройка стадиона была заморожена, ипподром в столице Зырянского края так и не появился. Мифы о волосах формируются под воздействием рекламы и бытовых заблуждений. И иногда даже передаются из поколения в поколение. Наверняка мама или бабушка говорили вам, мол, от стресса волосы выпадают. Что ж, отчасти это правда. Стресс и в самом деле способствует выпадению волос. Но куда большее влияние оказывает генетика, окружающая среда и даже состояние здоровья. Чуть больше о волосах узнаем из нашего следующего материала. Красивые ухоженные волосы, без сомнения, это часть идеального образа. И когда мы говорим словосочетание «уход за волосами», что мы под ним подразумеваем? Мы привыкли, что красивые волосы – это всегда полотно волос, но мы очень мало обращаем внимание на состояние и здоровье кожи головы, потому что на самом деле красивые волосы начинаются со здоровой кожи головы. И очень важным этапом имеет как раз-таки очищение кожи головы и второй момент – очищение и уход за полотном волос. Уход за кожей головы – это салонная процедура или все-таки можно в домашних условиях тоже обеспечить достойные условия нашей головушки? Из каких важных моментов очищения состоит? Это правильно подобранные продукты для очищения кожи головы. И второй момент – это правильная техника. Потому что не секрет, и практика показывает это, что даже при подборе правильных продуктов, но при неправильном применении, а это именно техника промывания кожи головы, мы не можем добиться необходимого очищения результата. Давайте подробнее про неправильный уход. То есть, возможно, что многие из нас даже неправильно условно моют голову и наносят бальзам, вот если о таких бытовых вещах говорить. Очень важно осознать правильные этапы ухода за кожей головы и за полотном волос.
Из чего состоят эти этапы? Это очищение кожи головы, полотна, волос. В быту это шампуни, да, используют промывание полотна и кожи головы шампунем. Второй этап – это кондиционирование. Здесь мы привыкли использовать продукты, такие как кондиционеры, бальзамы для волос. Третий этап немаловажный, мы очень его часто пропускаем и пренебрегаем им. Это уход более глубинный, а в быту, опять же, это продукты, маски для волос. И очень важный этап, который мы пропускаем прям на 90%, это защита. Причем защита, она не может быть в один слой, мы привыкли использовать только масло для кончиков, например. Он может быть состоять из 3 этапов, либо 2 этапов. На практике мы встречаемся и сталкиваемся с такими ситуациями, когда эти этапы меняются местами, и, соответственно, допустим, вместо первого этапа очищения, да, мы проводим этап кондиционирования, а мы уже не можем говорить в дальнейшем о красивых волосах и здоровых. На самом деле гипермаркеты, магазины косметики предлагают нам очень широкий выбор продуктов для ухода за волосами и кожей головы. Возьмем, например, маски. Вот берем мы масочку, там написано условно для поврежденных волос или для ломких волос, но когда мы ее наносим на полотно волос, как вы говорите, эффекта, написанного на банке, не замечаем. Почему? Большая часть продуктов ухода за волосами, если мы берем конкретно продукт маски для волос, они работают на поверхности волоса за счет пленок, которые входят в состав этих продуктов. Но эти пленки имеют свойство накапливаться на волосах. И если мы берем продукты более тяжелые для сухих волос, да, продукты, которые направлены на восстановление волос, на питание волос, при накапливании создают обратный эффект. Это тяжелые волосы, и нам очень хочется их смыть, но мы не знаем опять же как. Чтобы их смыть, надо опять возвращаться к первому этапу, к этапу очищения. Очищение, то есть нужно волосы еще раз от этой маски промыть? Есть продукты очищающие, и очень важно иметь в арсенале каждой девушки такой шампунь. Этот шампунь позволяет избавить нашу кожу головы от себума и роговевших клеток, а также полотно волос от пленок, которые мы наслаиваем на свои волосы. Пленки содержатся в основных шампунях, пленки содержатся в кондиционерах, бальзамах, пленки содержатся в масках и пленки содержатся в продуктах защиты волос. Это все наслаивается на волосы, и очень важно понимать, как их убирать и счищать с полотна волос. Ну, раз уж мы заговорили о шампунях, сейчас очень плотно в обиход, наверное, каждой женщины вошел бессульфатный шампунь. Так ли он полезен, как трубят все рекламы об этом шампуне, или все-таки есть какой-то подвох? На самом деле нет ни одного научного доказательства на данный момент, что сульфатные шампуни вредны. Вредны не смытые сульфаты. Но мы не ходим с пеной на голове от сульфатного шампуня часами. Поэтому мы качественно промываем, очищаем кожу головы и смываем его с кожи. На самом деле волосы такая тема, на которую можно говорить очень долго и много, но, к сожалению, мы рамками нашей программы ограничены. Кристина, спасибо вам большое за краткий экскурс в мир здоровых, красивых волос. Было очень приятно пообщаться. Благодарю вас за доверие. Провести выходные в кругу семьи всегда приятно, особенно если вас объединяет общее дело. В Национальной библиотеке Коми, например, родителям и детям предлагают посещать занятия по сухому валянию из шерсти. В формате мастер-классов участники своими руками делают игрушки, которые потом остаются на память. Моя коллега Евгения Кладкевич узнала о встречах подробнее. У нас клуб занимается сухим валянием из шерсти. С 2015 года к нам приходит от 10 до 15-20 человек еженедельно. Они собираются и проводят мастер-класс по темам, которые их интересуют в большей степени. Затем мы проводим различные конкурсы, выставки, и люди, наши читатели, приходят и могут увидеть результаты труда наших клубников. Приходят детки с родителями, по воскресеньям это обычно бывает, в удобное время с 13 до 14 часов. И точно так же по интересным, популярным темам проводятся мастер-классы, на которых дети с родителями делают игрушки, картины тоже из шерсти. Обычно на занятиях по воскресеньям семейной аудитории бывает 10 человек
иногда больше, но больше обычно мы стараемся не брать, потому что это довольно сложный процесс, и мастер должен качественно поработать со всеми и всех научить, поэтому до 10 человек. Последнее занятие у нас было такой тематики леса. Участники делали брелок или брошь по своему желанию, там разная фурнитура была представлена. Дети и родители были крайне довольны. Интересный факт, что на занятия приходят папы с дочками. Эти занятия имеют еще, кроме того, что развивают вкус, цветовосприятие, тактильные ощущения, они еще имеют определенную и творческую направленность, и служат какому-то психологическому здоровью. Поэтому родители с детьми очень хорошо отзываются в таких мастер-классах. Я приглашаю на следующие мастер-классы родителей с детьми 6+. Это будет один из мастер-классов 10 апреля. Будут рисовать картину шерстью сирень. А 17 апреля, непосредственно перед Пасхой, ребята с родителями могут сделать пасхальных цветных зайчиков. Расслабляют, конечно, не только походы в библиотеку. Один из способов хорошенько отдохнуть – спорт. Но согласитесь, после бодрой тренировки наше тело будто перерождается. Но, как по мне, главное в этом деле не навредить. Если все упражнения выполнять правильно, не усердствовать, то с помощью спорта можно вывести свое здоровье на новый уровень. В подтверждение моих слов совет Владимира Аникиенко. Друзья, всем привет! Сегодня мы поговорим с вами про здоровье спины вновь. В нашей жизни тело придумано так, что мы должны выполнять определенные движения, тяги сверху. Для чего это нужно? Наши лопаточки необходимо приводить к позвоночнику и укреплять мышцы, которые этим занимаются. Если мы это не делаем, к сожалению, наши плечики поднимаются вверх, спина расслабляется, и мы выглядим сутуло. Чтобы этого не было, не избегайте гимнастики и турников, которые есть у вас во дворе. Как же подтягиваться, если мы не можем подтянуться физически? Для этого всегда продаются такие резиночки, которые могут вам помочь. Нужно подобрать резинку, которая позволит вам подтянуться. Берем резиночку, одеваем ее на ногу. Второй ногой прижимаем резиночку к голени. Поднимаемся на турник. Постараемся свести лопатки и затянуть себя вверх, активно включая лопаточки. Не избегайте гимнастики, это позволит вашей спине быть здоровой. Мы подошли к экватору нашей программы. Пока берем небольшую паузу, делаю акцент на слове «небольшую». Увидимся буквально через несколько мгновений. Не переключайтесь. Привет всем, кого еще не видел. В эфире информационно-развлекательная программа «Студия-11». Мы вернулись после небольшого перерыва и готовы работать как никогда. Что интересненького нас ждет во второй 10-минутке, узнаем из анонса. Должность с хорошим отношением не помеха. Обсуждаем особенности взаимодействия начальника и подчиненного. Природная красота. О пользе натуральной косметики рассказывает опытный кремовар. Хоть обоями на рабочий стол, хоть в рамку на стену. Делимся фотоснимками северной весны. Не секрет, что жизнь складывается из отношений. Мы зависим от них с детства. Первые наши собеседники – семья. Ну а дальше все сложнее. Будет ли пребывание ребенка комфортным в школе или в детском саду, определяется тем, как у него налажен контакт со сверстниками. Если друзья, приятели, авторитет. Затем взросление. От того, как мы взаимодействуем с окружающими, зависит не только душевный комфорт, но и достаток. Прямо сейчас вместе с психологом мы разберем отношения в диаде начальник-подчиненный.
У каждого подчиненного есть свой руководитель. И здесь в первую очередь стоит оттолкнуться от того, руководитель кто, женщина или мужчина. Потому что вот эти гендерные особенности, они будут влиять на характер взаимоотношений. Если руководитель мужчина, то мужчины предпочитают четкость выполнения задач, меньше лирики, меньше эмоциональности. Они не нуждаются в такой эмоциональной поддержке, в подбадривании, как женщина-руководитель. Поэтому если мужчина-руководитель, то лучше выстраивать по его правилам. И обычно мужчина-руководитель диктует эти условия. То есть он обозначает задачу, сроки, требования, последствия выполнения и невыполнения. То есть, соответственно, если какие-то есть вопросы, то с руководителем-мужчиной эти вопросы легче решать, потому что если у вас возникает вопрос, например, повышение оплаты труда или, например, связанный с тем, что вы перерабатываете день, то есть мужчина-руководитель, он чаще решает четко по делу, без лишних эмоций. Если мы берем женщину-руководителя, то здесь вот как раз нужно быть более аккуратными, потому что женщины, они интуитивно тонко чувствуют, где с ними искренне, а где с ними начинают играть. То есть, соответственно, они эмоционально больше подвержены заражению эмоциональному. То есть, и, соответственно, здесь, если руководитель, женщина пришла без настроения, то нужно понимать, что какое-то время нужно выдержать и дать возможность руководителю остыть, прийти в чувство, либо же сделать комплимент относительно наряда, внешности, результатов, то есть каким-то образом подбадривать женщину-руководителя, потому что женщины-руководители, они очень тонко реагируют и чувствительно реагируют на как раз подбадривание, потому что женщины больше подвержены тому, что их самооценка такая более плавающая, у мужчин она более стабильная самооценка. Если это женщина-руководитель, то здесь как раз может быть некоторое такое растекание во взаимоотношениях. Поэтому здесь иногда бывает сложно сохранять деловые и личные отношения. И если сам сотрудник вот эти границы сам не четко прослеживает, то тогда лучше четко на рабочем месте придерживаться рабочих взаимоотношений. За счет того, что вы обращаетесь друг к другу по имени, отчеству, обращаетесь на «вы» и через другие приемы. Если же вы понимаете, что вы интересны друг другу и за рамками работы, то уже за пределами рабочего места, безусловно, и руководители, подчиненные, они могут общаться, дружить, взаимодействовать. То есть тут очень важная задача с женщинами четко обозначать четкие границы личных и профессиональных взаимоотношений, для того, чтобы вот этого эмоционального перенапряжения не шло из личных отношений в профессиональные, и наоборот, из профессиональных в личные. Красота всегда рядом, и говорю я сейчас о натуральной косметике. Эфирные масла, глина и различные растения – все это при правильном сочетании благостно воздействует на наше тело. К выбору органических рецептур сегодня тяготеет каждый второй. А между тем, их история началась еще в Древнем Египте. Что же изменилось в приготовлении натуральной косметики с течением лет? Наша Евгения рассказал опытный кремовар. Елена, расскажите, пожалуйста, чем же натуральная косметика главным образом отличается от той, что мы можем купить в магазине или в аптеке? Органическая косметика – это полностью натуральный продукт, имеющий процентов 5-10 химических составов. А если взять косметику, которая позиционирует себя натуральной, то там напротив, если в баночке есть хотя бы один компонент, который называется натуральным, она уже может позиционироваться натуральной, и на баночке может быть написано натурально. Когда вы выбираете косметику, если вы именно хотите натуральную, вот что-то вас тянет именно к натуральному, считаете, что она более эффективная, более действенная, да, то тогда все-таки смотрим на состав, сколько же все-таки там компонентов. В чем же польза, вы как специалист, натуральной косметики для нас, для нашего тела и кожи? Она физиологична для нашей кожи, для нашего организма. Любой натуральный актив, будь ли масло, либо экстракт, либо какой-то натуральный продукт, он имеет не только высокий и эффективный показатель, но и также высокий показатель индивидуальной реакции. Поэтому даже в натуральной косметике нужно учитывать свою индивидуальную особенность.
Производители, которые предлагают натуральную косметику на рынке, они, конечно, оперируют фактами из прошлого, что 100-200 лет назад, в древние давние времена, женщины пользовались тем, что буквально росло у них под ногами. Вот вышли, они собрали какие-то травки, и вот благодаря этому увлажняли кожу, питали ее каким-то образом, и вот делают акцент как раз на этом. А что конкретно вы используете для своих косметических средств? У нас достаточно много трав. Я не сторонница собирать слишком большого разнообразия. Лавровый лист очень хорошо для любого типа кожи. Он есть у каждой девочки, у каждого мальчика на кухне. Его просто заваривать и использовать как тоник. Зимой у нас сбор хвои идет. Хвою собирают только зимой, потому что это у нас как раз вот то растение, которое зеленое круглый год, оно сохраняет все эти вот активные компоненты. В любой траве целый спектр химических элементов. Хрен мой любимый, хрен, совсем работает. Универсальный, как лавровый лист. Очень хорошо себя проявляет при целлюлите. Елена, скажите, пожалуйста, посоветовали бы вы, как специалист, который уже давно занимается изготовлением натуральной косметики, полностью переходить на органику и исключить крема из аптек или из магазинов? Скорее всего, да, чем нет, потому что в натуральной и в органической косметике намного больше активных и более эффективных компонентов, которые будут работать во благо. И для тех, кто заинтересовался кремоварением после нашего с вами разговора, захотят испробовать все это дома, возможно, есть какой-то универсальный рецепт, несложный, вы что посоветуете? 10 граммов твердого масла, берем 10 граммов жидкого масла, опять же подбирайте, какой вам больше нравится. Берем лецитин, тоже грамм 10, и воск грамм 5, пчелиный воск. Вот все это растопляем на водяной бане дома, и процентов 20 берем воды. Лучше дистиллированный, тоже можно купить в аптеке. Но для того, чтобы поэкспериментировать, можно взять и кипяченую. Добавить щепотку соли, потому что соль у нас, как электролит, будет замедлять вот эти вот процессы расслоения. И нагреваем обе фазы до более высокой температуры, чтобы у нас воск полностью расплавился. И прямо на этой же водяной бане начинаем вмешивать тоненькой струечкой по капелькам в жирную часть, вот нашу водную часть. Спасибо большое, Елена, за это интервью. Уверена, многие подчеркнули для себя новые знания о натуральной, об органической косметике. И я, например, точно буду стараться переходить больше на органику. Спасибо большое вам. Благодарю. Весна, дама, фотогеничная. Можно достать телефон, щелкнуть любой пейзаж и все равно красиво. Давайте полюбуемся фотозарисовками сыктывкарки Натальи Ждановой. Его будни сложно назвать интересными и увлекательными. Картошка с плавниками лихо зарывается в песок и ждет, когда мимо проплывет еда. И да, так он проводит большую часть своего времени. Знакомьтесь, картофельный иглобрюх. Послушная собака – настоящий дар. И, конечно, тренировки, внимание к питомцу и регулярное общение с ним. Вы только посмотрите, какой хороший мальчик.
Вот так весело и бодро мы подошли к концу нашей программы. Каждая встреча с вами – счастье. Потому мы обязательно встретимся с вами снова. Меня зовут Андрей Кабишев. Это была программа «Студия 11». Пока-пока.